Основываясь на базовых правах потребителя, журналисты Якутия-Инфо и ООО «Центр юридической помощи» при поддержке телеканала ЕТВ представляют телепередачу «Гражданин», где на живом примере вы сможете узнать свои конституционные права. В редакцию обратился юрист Сергей Осипов с предложением документально зафиксировать нарушение элементарных прав потребителя. Взяв на вооружение закон и паспорта, мы отправились по магазинам Якутска, чтобы узнать и зафиксировать те нарушения, которые случаются буквально на каждом шагу. Вы покупатель? А вы не имеете права? Покажите удостоверение или что? Я покупатель. Покажите, на каком основании вы имеете снять меня. Не снимайте, пожалуйста. Вы не снимайте. Ну не снимайте, пожалуйста. Это чужая собственность. Ну не снимайте, вы не имеете права меня Кто вам снимать. сказал? Кто вам сказал? В каком законе написано, что запрещено снимать Есть, меня? есть закон Я пришел в защиты магазин, персональных я данных. снимаюсь на Вы видеокамеру. не обязаны снимать. Вы продавец? Нет, А кто вы? я бухгалтер. Было решено сравнить условия продажи на окраинах и в центре Якутска. Так, в магазине «Туйгун» по Вилийскому тракту нами были зафиксированы нарушения условий хранения и отсутствие выходных данных о товаре. В магазине, где торгуют продуктами питания, комфортно себя чувствовали только птицы. Интересен момент. В первом же магазине мы столкнулись с нарушением конституционных прав гражданина Российской Федерации. Увидев камеру, торговцы тут же объявляли торговую точку частной собственностью, а свои должностные обязанности личной жизнью. Подавайте. Моя фамилия Осипов, на меня подавайте. Вы должностные лица, не частные лица. Вы, пожалуйста, здесь, я. Однако, когда человек четко знает свои права, недобросовестным работникам остается только ориентироваться. Ближе к центру обстановка не столь удручающая. В магазинах Токко по Ярославского и Солнечная Туймада у гостиницы Лена вопросы вызывали лишь готовые продукты да невозможность проверить температурный режим в холодильниках. Интересен момент, что и тут должностные лица, продавцы, путают свое личное пространство с должностной ответственностью. В свободном Пожалуйста, доступе. не снимайте мое лицо. Вы должностное лицо, девушка, не спорьте. Нет, с а нами. почему вы должны мое лицо снимать? Потому что вы продавец, а не частное лицо. А на частную собственность что это и прописано в Конституции? Это общественное место, не будете. Это не частная собственность. А Моя где? жизнь, это моя личная жизнь. Куда вы Надо торгуете между своими делами? На самом деле проверки надзорных органов, например, Роспотребнадзора, делают свое дело, и в центральных магазинах просроченных товаров или других грубых нарушений выявлено не было. Ну, кроме своей копейки, расположенной в торговом зале «Вектор». В прошлом году этот торговый павильон уже был объектом внимания общественности. Видимо, скандальная контрольная закупка Первого канала, а также материалы местных журналистов так и не вразумили руководство магазина. А контрольные весы не подскажете? Нет, я подскажу. А почему? Не знаю. Хочется отметить, что улучшение все же есть. Хоть директор филиала и постеснялась выйти в общественное место, где могла бы разъяснить ситуацию. Но все же добились того, что товар с грубыми нарушениями был снят с прилавков. Полная информация для покупателя. То есть производитель... Какой ЧУП охраняет? Дата. А при чем здесь ЧУП? Ну вы же, Производство. я работник фирмы. И опять мы столкнулись с элементарным незнанием законов о свободе информации. Я вам говорю, не надо снимать. Это же положительный момент. Это положительный момент. Да, сразу реально. Да не важно, положительно, отрицательно. Сергей Юрьевич, будучи юристом, согласился разъяснить, где можно снимать, а где все-таки нельзя. В связи с тем, что действующее законодательство, значит, защищает, значит, права граждан Российской Федерации, значит, в плане как личная жизнь. Частная личная жизнь защищена законом, никто не имеет права, значит, нарушать эти права. Значит, значит, съемка, что касается съемок, значит, в общественных местах, ну, скажем так, что, значит, здесь в действующем законодательстве, значит, разъяснено то, что продавцы, администраторы, директора магазинов, они являются должностными лицами, то есть уже это получается не физические лица, они исполняют свои служебные обязанности, то есть это не является их частной и личной жизнью. Значит, так. Но, значит, и в этом плане, значит, вот эти вот все вывески, которые во многих, значит, общественных местах написано: видеосъемка запрещена. Это, мягко говоря, незаконно. А что касается, значит, личной жизни, значит, так в общественных местах нельзя снимать, то, значит, ну, на мой взгляд, значит, пока, самое, скажем, личная жизнь, скажем, ну, в ресторанах, может быть, скажем, да, потому что там люди, ну, сидят, отдыхают, выпивают, значит, ну, это что-то касается личной жизни, поэтому, может, он с человеком, который не хочет себя показывать там, значит, где-то То есть, в интернете. то есть сотрудники магазинов не входят в категорию? Не входят в категорию. Физическое лицо, скажем, пришел в магазин,
значит, увидел товар некачественный, скажем, или с просроченным, значит, сроком реализации, или, скажем, там, ну, товар ненадлежащего вида, который выставлен на продажу. Я могу это дело все заснять на свой личный, на телефон, на видеокамеру. Это же фиксация. Вот простой пример. Значит, как автовладельцы, мы же снимаем, значит, дорожную ситуацию на видеорегистратор. И закон это не запрещает. То же самое и здесь. Как физическое лицо, значит, я снимаю, фиксирую это все на видео для того, чтобы обезопасить себя в будущем. Вот и все. Значит, скажем, магазины, владельцы магазинов или, скажем, должностные лица этих самых магазинов, они пользуются тем, что у человека нет времени стоять ждать, они просто-напросто не выходят в зал и просто-напросто скрываются. Ну а что стоять с этим товаром? Ну, покупатель, простой, обыкновенный человек, просто положит обратно и выйдет возмущенный. На рынке, скажем, вот этих вот услуг, продажи пищевых продуктов, какой-то порядок будет. По крайней мере, хотя бы что-то уменьшить. Количество, значит, вот этих некачественных товаров, просрочки и так дальше, чтобы продавцы и должностные лица, значит, вот этих торгующих организаций были более-менее ответственны. А на вашей практике не было каких-то дел? Ну, у меня лично нет, значит, но в нашей компании к нам лично обращаются, значит, по защите прав потребителей в рамках вот этого закона, федерального закона. Приобретая товар, значит, надо смотреть на сроки реализации, значит, так, если там что-то нарушено, значит, ну, уже там целый, пошагово расписано, в принципе, действие любого покупателя. Куда нужно обращаться и что писать, и как это все зафиксировать. Вы, значит, приобрели товар, прошли кассу, оплатили, взяли чек, вернулись, значит, домой, открываете этот товар, а он некачественный, ну, скажем, прокисшее то же самое молоко. Вы берете, значит, этот пакет. Раньше, значит, нужно было обязательное присутствие чека товарного, ну, в смысле, имеется в виду кассового чека, который подтверждает, что вы именно в этом магазине покупали. Сейчас он немножко упрощен. То есть, если на прилавке присутствует такого же рода идентичный товар, я прихожу в этот же самый магазин, где купил, отдаю, и эта пачка, вот, скажем, пакет молока там же присутствует, они обязаны у вас принять его, заменить на другое молоко свежее или вернуть деньги. В противном случае прямая дорога в Роспотребнадзор.